الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muhakkak ki bütün hamd, bütün senalar tek Allah'a layıktır. Biz ondan tek mağfiret isteyimiz. Ondan tek yardım isteyimiz. Kimni Allah doğru yoldan alıp barsa artık kimse onu o yoldan çevirmez, sapıttırmaz. Kimni ise Allah zalaletke düşürse kimse artık onu doğru yolundan alıp barmaz. Sonra ise bugünkü hutbemiz selam hakkında olacak. Selam dinimizde nedir? Selam dinimizde ne manasını taşıyor? Nasıl kıymet taşıyor? Nasıl hikmet taşıyor? Biliniz ki ey Müslümanlar, ey Müslüman ümmeti, selam dinimizin timsalidir. Selam Adem'nin aleyhisselam birinci lafıdır. Yani Allah subhanahu teala yaratkan sondan onu birinci laf etken sözleri selam edi. Selam cennette ehli cennetten birbirine temenni lafıdır. Selam İslam'ın hayırının amellesinin birisidir. Selam cennetke girmesi için bir vesiledir. Selamın hakkında kitaplar yazmak mümkün. Мои дорогие братья, сегодня мы будем говорить про значение приветствия в исламе. Мусульмане друг друга приветствуют словами «Саламун алейкум», «Ассаламу алейкум», «Саламун алейкум», что означает в переводе «мир вам». Какое значение носят эти слова? Мы будем говорить именно об этом сегодня. Я вам расскажу одну удивительную историю. Она связана с Абдуллахом ибн Салямом. Абдуллах ибн Салям, чтобы вы понимали, это еврей, иудей, который жил при пророке саллаллаху алейхи ва саллям. Имам ас-Захаби сказал о нем «Хибр, аль-имам, машхуд лаху биль-джанна», известнейший имам, тот, о котором посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям впоследствии засвидетельствует, что он один из обитателей рая при жизни. Так вот, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям прибыл в Медину, то есть только он прибыл, совершил переселение. Вот представьте это. Верблюдица пророка саллаллаху алейхи ва саллям едет, и все ее тянут, и каждый хочет, чтобы эта верблюдица остановилась именно возле его дома, и каждый хочет принять пророка саллаллаху алейхи ва саллям к себе в гости. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: оставьте, файнаха ма'мура, ей велено. И она останавливается у дома Абу Аюба аль-Ансари в Медине. Это после остановки в Кубе, в местности, которая поблизости Медины. И вот люди собираются, инджаля фаннас. Это Абдуллах ибн Салям сам передает этот хадис. На тот момент он еще не мусульманин, обратите внимание. Инджаля фаннас, люди стремятся увидеть, поздороваться, поприветствовать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, задать ему вопросы. И говорит, я был одним из них, то есть я тоже хотел увидеть. Почему? Потому что иудеи ждали прихода последнего пророка, печати пророчества, венца пророчества. Более того, они племенами переселились туда, потому что у них это было написано в свитках, что придет последний пророк именно в эту местность. И вот он говорит, я первый раз, когда только увидел лицо пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, арафту анна ваджхаху лейса бикадзаб. Характеристика. Мы же так оцениваем людей, да? Только увидели, пытаемся оценку дать по лицу. Какой человек? Приветливый, радушный, сердитый и так далее. Так вот, характеристика Абдуллаха ибн Салям. Я как только увидел его лицо, понял, что его лицо не лицо лжеца. То есть первая характеристика. Его лицо не лицо лжеца.
И первые слова, смотрите, первые слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, о чем были? Что он им сказал? Он сказал им: «Аюханнас, о люди, афшу салям, распространяйте приветствие мира, распространяйте салям. Ва ат'аму та'ам, кормите людей, то есть бисмилля. Ва саллу биллейли ва насу ниям, и совершайте ночной намаз, тогда как люди спят. Тадхулу джанната бисалям, и вы с миром войдете в рай». Хадис приводит Ат-Тирмизи. Хадис этот длинный. Дальше в этом хадисе Абдуллах ибн Салям рассказывает о том, какие он вопросы задал пророку. То есть он все-таки пробился к пророку, сказал: можно я тебе задам 3 вопроса? То есть эта история наверняка вы многие знаете. То есть это первый вопрос: каков признак первого судного дня? Второй вопрос: какая будет первая еда обитателей рая? И третий вопрос: почему рождается мальчик и почему рождается девочка? И когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям ответил на все его 3 вопроса, что первый признак — это огонь с востока на запад, который соберет людей к месту собрания в судный день. А первая еда обитателя рая — это аппендикс печени кита. И что мальчик рождается тогда, когда вода, то есть семя мужчины опережает семя женщины, и наоборот. Он сказал: «Садак, ты прав, ты сказал правду, я принимаю ислам». И он принял ислам. Это удивительная на самом деле история. И потом стал тем, кем стал, и тем, кого мы знаем. Кстати говоря, Абдуллах ибн Салям считается потомком Юсуфа, алейхиссалям, Якуба, алейхиссалям, Исхака, алейхиссалям, Халиля, Ибрахима, алейхиссалям. Так вот, мои дорогие братья, селям в нашей религии — это очень важное дело. Знаете, дорогие верующие, о рабы Аллаха, что первые слова, которые сказал первый человек, наш праотец, Адам, алейхиссалям, это были слова приветствия салям. В хадисе достоверном сказано так: когда Аллах создал Адама в его форме, а он был длиной в 60 локтей, он ему сказал, он только вот создал Адама: ступай и поприветствуй это сообщество, имея в виду сообщество ангелов. «Идхаб фасаллим аля улайка нафар. Фастами' ма юхайюнака». И послушай, как они ответят тебе, каким приветствием ответят тебе. «Фа иннаха тахиятук». Ведь поистине это будет приветствием твоим, «ва тахияту зурриятик», и приветствием твоего потомства. И тогда он пошел и сказал, это первые слова были Адама, алейхиссалям, первые слова, фитра: «Ассаляму алейкум», мир вам. На что они ответили? «Ассаляму алейка ва рахматуллахи». Они ответили: мир тебе и милость Аллаха, то есть добавили. «Каль», то есть затем посланник Аллаха сказал: «Факуллу ман ядхулю джанна аля сурати Адам». Каждый, кто войдет в рай, пусть Аллах сделает всех нас, иншаллах, обитателями рая. Каждый, кто войдет в рай, будет по форме Адама. «Утулюху ситуна дира», 60 локтей. То есть, если на то воля Аллаха будет, если мы, иншаллах, войдем в рай, 60 локтей у нас будет рост. «Фалям язалил халку янкусу ба'ду хатта аль-ан». Хотя творение, пророк саллаллаху сообщает нам в этом хадисе, это является чудом, творения Аллаха с момента сотворения первого человека уменьшались в росте до сегодняшнего дня, пророк саллаллаху говорит. И действительно, до момента, получается, вот того периода, когда пришел пророк саллаллаху, венец пророчества, люди в росте уменьшались. После этого это не наблюдается. Все. Хадис приводит Бухари и Муслим. Салям является словом пожелания, даже в какой-то мере дуа верующих друг к другу, как в этой жизни, так и в грядущей. Обратите внимание, что говорит Аллах субхану ва тааля. «Ба'да а'удhu билляхи минаш шайтанир раджим, тахиятухум йаума ялкаунаху салям».
их приветствие в тот день, когда они встретят его, салям. وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. И он уготовал для них благородное, великодушную награду. Или в другом аяте, где говорится, وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. И ангелы входят к ним с каждых дверей. Салямун алейкум. Со словами мир вам. Салямун алейкум. Бима сабартум. За то, что вы проявляли терпение. Фани'ма уqбаддар. И прекрасно же уqбаддар. Последняя обитель. Более того, мы друг другу, иншаллах, обитатели рая, будут говорить исключительно слова приветствия, исключительно благие слова, как об этом сообщает нам Аллах Субхану ва Тааля. Они не будут слышать «Ля исмауна фиха лахва ва ля та'фима». Они не будут слышать пустословие, не будут слушать греховную речь. «Илля киля саляман салям». Лишь только будет говориться «салям», «салям». Знайте, дорогие верующие, что приветствие мира, салям, это средство достижения, средство входа в рай. Смотрите, что сказал посланник Аллаха. От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах. Посланник Аллаха сказал: вы не войдете в рай до тех пор, пока не уверуете. И не уверуете до тех пор, пока не полюбите друг друга. Пока мы не полюбим друг друга, мы не войдем в рай. А затем посланник Аллаха говорит: а не указать ли мне вам на то, коль вы это будете делать, вы друг друга полюбите? Афшус саляма бейнакум. Вот его совет. Распространяйте слова приветствия друг другу. Являемся ли мы таковыми сегодня? По моему глубокому убеждению, что нет. К сожалению, чем дальше, тем человечество черствее, жестче, корыстнее. То есть ты кого-то поприветствуешь, он уже, возможно, где-то будет в голове думать, что же он от меня хочет, где же он меня хочет обмануть. Приветствуем ли мы друг друга так вот, искренне, так как советовал посланник Аллаха? А ведь мы обязаны приветствовать. Как сказано это в другом хадисе, мы до него дойдем, тех, кого знаем и не знаем. Разносить это приветствие. Более того, отсутствие этого приветствия – признак судного дня, мои дорогие братья. Признак судного дня. Приветствие, дорогие мои братья, чтобы вы поняли, насколько глубоко то, о чем мы говорим, ценность та, которую я пытаюсь донести до ваших сердец. Войдя в собственный дом, посланник Аллаха салям велит нам и говорит: саллиму, приветствуйте. Что об этом сказано? Об этом сказано так. Посланник Аллаха сказал: коль мужчина заходит в свой дом, пусть скажет: о Аллах, поистине я прошу тебя благого входа и благого выхода из дома. С именем Аллаха мы вошли, с именем Аллаха мы выходим, и на своего Господа мы уповаем, а затем пусть поприветствует свою семью. Хадис достоверный. А в другом хадисе Анас, который передает, кстати, Анас был еще юнцом, мальчиком, который прислуживал посланнику Аллаха, помогал ему. Что он ему говорит? Посланник Аллаха ему говорит: я бунай, о сынок, если ты входишь в дом, то поприветствуй обитателей дома. То это будет, если ты это сделаешь, это будет барака, то есть благодать ниспошлет Аллах Субхану ва Тааля. Имам ан-Навави, обратите внимание, комментарий имама ан-Навави вообще к этому моменту. Что он говорит? Имам ан-Навави говорит: желательно, чтобы он сказал, то есть человек, вошедший в дом, сказал с именем Аллаха, а потом чаще поминал имя Всевышнего Аллаха, а затем приветствовал, будь то в доме есть кто-либо или нет никого в доме. Обратите внимание. Есть в доме кто-то или нет, все равно желательно сказать эти слова приветствия. Почему? Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фаида дахальтум буютан», если вы входите в дома, «фасаллиму аля анфусикум»,
то приветствуйте самих себя. Тахийятан мин индиллах мубаракатан тайиба. Приветствием от Аллаха, благословенным, благим. Салям. Распространение саляма – это есть самое благое дело в исламе. Как об этом спросил Амр у посланника Аллаха. Это Амр передает, что некий мужчина спросил у посланника Аллаха, какое проявление ислама наилучшее, на что пророк сказал: тут аймутаан, кормить людей. Отакра уссалям, и зачитывать приветствие, приветствовать людей словами салям алейкум. Того, кого знаешь, и того, кого не знаешь. Это слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Более того, мои дорогие братья и сестры, ведь наши сестры тоже также слышат, салям – это право мусульманина, одно из первейших прав мусульманина в отношении другого мусульманина. Опять же, как об этом сообщил нам посланник Аллаха от Абу Хурайры, что пророк ﷺ сказал: «Хаккуль муслими аляль муслими сит». Право мусульманина по отношению к мусульманину заключается в 6 вещах. Спросили: о посланник Аллаха, что же это? На что он ответил: коль он его встретит, коль ты его встретишь, то поприветствуй его словами мира, салям алейкум. Коль он тебя позовет, ответь на его приглашение, то есть приди к нему. Если он попросит у тебя совета, то дай ему этот совет. И если он чихнет и прославит Аллаха, то сделай дуа за него, как это проходит в сунне. Хадис приводит Муслим. Салям, мои дорогие братья. Тот, кто дает салям, знайте, он более достоин на милость Аллаха. Он ближе к Аллаху, субхану тааля. Ведь в жизни у нас часто бывает, когда мы ссоримся, да? И вот поссорились, какая-то житейская проблема, и вот мы как бы даже, возможно, убегаем взглядом, да, чтобы не поприветствовать вот этого человека, который, возможно, нас обидел, прав, не прав, сейчас неважно это, да? И смотрите, что пророк ﷺ говорит. Его спросили об этом. Так, ему сказали: два человека поссорились. Кто из них должен приветствовать один другого? Посланник Аллаха сказал: тот, кто более достоин Аллаха, то есть более достоин милости Аллаха. Есть много версий этих хадисов. То есть в других версиях говорится так: «Ман бада биссалям фахуа ауля билля». Тот, кто начнет со словами приветствия, тот более достоин Аллаха и его посланника. В другой версии: «Иннаху ланнаси билля ман бадаахум биссалям». Поистине самый достойный среди людей Аллаха, то есть милости Аллаха, его почета, те, кто будут произносить слова приветствия первыми. То есть в этих всех советах посланника Аллаха назидание, побуждение к тому, чтобы мы были приветливыми, мы были радушными, чтобы это источало из наших сердец, это тепло приветствия. Более того, мои дорогие братья и сестры, тот, кто не дает салям, зная все это, тот, кто не стремится это делать, знайте, он самый скупой человек. Самый скупой человек. Опять же, по свидетельству посланника Аллаха, как он сказал, поистине самый беспомощный человек, тот, кто бессилен, не может делать дуа, не может обращаться к Аллаху. Он самый беспомощный. И самый алчный, самый скупой человек, тот, кто скупится дать салям своим собратьям, людям. Мои дорогие братья, сподвижники, уникальный вам дам случай из жизни сподвижников. Как они чувствовали все это, вот этот смысл, эту нагрузку, это содержание. Абдуллах ибн Омар знал множество хадисов. Туфайл ибн Убай ибн Кааб приходил к нему
был учеником ему, талиб аль-илм, получать у него знания, слушать от него хадисы. Так вот он пришел однажды к нему, он ему говорит, пошли. Куда пошли? Пошли на рынок. И он говорит, и мы зашли на рынок. И он по пути приветствовал и сироту, и продающего, и покупающего, и всех. Это Туфейль говорит, передатчик хадиса этого сообщения. И говорит, я не видел, чтобы он что-то себе купил или что-то продал. Он говорит, мы так вышли, пошли, всех приветствовали и вернулись домой. Говорит, на следующий день я к нему пришел, опять он мне сказал, пошли. И я ему, говорит, сказал, Туфейль, я, говорит, не вижу, чтобы ты что-то получил из этого выхода на рынок. Давай мы лучше останемся дома и будем изучать хадисы. То есть я же пришел изучать хадисы. Он говорит, нет, мы, говорит, будем распространять приветствие. То есть он его хотел привить это качество, видимо, как учитель. Привить вот эту ценность, чтобы он ее прочувствовал. То есть, почему? Потому что в этом есть великое достоинство. Поистине, в день пятницы есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает мольбы тех, кто к Нему обращаются. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы мы застали этот момент. Просите у прощения у Аллаха, ведь поистине Он прощающий и милостивый. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы прославляем, лишь Его молим о милости, о помощи. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьется этого истинного пути. А кого Он ведет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. А после. Итак, мои дорогие братья, мы говорили про селям. И я недаром затронул эту тему. То есть я специально затронул эту тему, поскольку мы сегодня в этом благословенном месте, в этом новом центре, который мы назвали селям. У селяма есть определенные ахкямы, нормы, законоположения. Знаете, что селям бывает 3 формулировок. Самый простой — саляму алейкум. Ассаляму алейкум или салямун алейкум. И это 10 хасанатов. Если мы добавим благодеяний, ва рахматуллах, еще 10 благодеяний. Если мы добавим ва баракятуху, еще 10 благодеяний. То есть итого в целом 30 благодеяний. И знаете, если кто-то вас поприветствует словами «Саляму алейкум», вы обязаны, ваджиб алейкум, ответить ему «Ва алейкум ассалям» как минимум. А лучше, конечно, добавить, потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит, если вас приветствует приветствием, то приветствуйте еще более лучшим приветствием или верните его. То есть, как минимум, ответьте теми же словами. «Инна Аллаха кяна аля кулли шейин хасиба». Поистине Аллах ведет расчет за все, абсолютно. Неправильно будет начинать приветствовать словами «Саляму алейкум», поскольку это символ ислама неверующих. И, возможно, это даже будет дурным тоном. Это, возможно, может быть расценено людьми другого вероисповедания как навязывание своих ценностей. Даже с точки зрения религии этого не следует делать. Но если вас приветствует кто-то, не мусульманин, словами «Салямун алейкум», нет ничего страшного в том, что вы ему ответите «Алейкум ассалям». Есть также другие интересные нормы, которые переданы нам в хадисе. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям в Сахихе Бухари сказал: «Юсаллиму ракиб», едущий верхом, то есть тот, кто на машине, например, сегодня, аль-маши, того, кто идет пешком. Валь-маши аль-каид, тот, кто идет пешком, того, кто сидит. Валь-калилу аль-кафир, меньшее количество приветствует большее количество. В другой версии сказано: «Юсаллиму сагир аль-кабир», малый приветствует взрослого. «Валь-маши аль-каид», идущий пешком сидящего. «Валь-калилу аль-кафир», малое количество приветствует большее количество. Во всем этом есть
во всех этих протоколах, да, это протоколы поведения обычного мусульманина, то есть в жизни. Во всех этих протоколах поведения есть великая мудрость. Мудрость заключается в том, чтобы оградить сердца людей от высокомерия, от спеси, кичливости и так далее. То есть, если вы задумаетесь, проанализируете это, вы поймете, иншаллах. Поистине Аллах велит ангелам и всем нам, чтобы мы благословляли пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллахумма салли аля набийна Мухаммад ва аля али набийна Мухаммад.